А вы никогда не задумывались, что история в целом очень забавная штука, похожая на бесконечную линию? Чем начинается история и чем она заканчивается? Одно событие вызывает целый ряд других событий. Словно в играх триггер, то есть причина, и ивент, событие. В нашем случае образование казахского ханства или казачьей орды – это ивент. Теперь нужно узнать сам триггер. Поворачивая стрелку часов обратно, нам нужно быть внимательнее. Нельзя упускать важные моменты. Итак, на дворе конец 14 века. Золотая Орда, некогда великая держава, охватывавшая масштабные территории, терпит поражение в войне против эмира Тимура. Несколько сотен тысяч воинов с обеих сторон баррикад и охваченные огнем города. Несомненно, переломный момент в истории всей Евразии. Золотая Орда после этой войны так и не смогла оправиться. Страна начала разваливаться на глазах, в ближайшие десятилетия разные регионы были на пороге отделения от центра. 1459 год. Уходит из жизни Мухаммед-младший, последний хан Золотой Орды. На руинах старой державы укрепили свои границы новые государства. Крымское ханство, Астраханское ханство, Большая Орда, Казанское ханство, Ногайская Орда, Сибирское ханство, Узбекское ханство и другие. Владыка Узбекского ханства Абулхаир хан, считавшийся в свое время самым влиятельным ханом на постимперском пространстве, после поражения в войне с айратами в 1457 году начинает терять свой авторитет среди степных аристократов. Потомки Урус-хана Кирей и Жанибек, возглавив караван оппозиционно настроенных племен и родов, начинают свой путь к восточным рубежам Орды, а именно под крыло Моголистана. По некоторым источникам откочевавших было около 200 тысяч. Хан Есен-Буга предоставил округ Шу и Козыбасы, где и позже была объявлена новая Орда – Казачья. Первым ханом стал Кирей, а следом за ним его двоюродный брат Жанибек. В современной историографии основание казахского ханства относится к 1465 году. А дальше... Впрочем, расскажем в одном из следующих выпусков. Подписывайтесь на канал, дальше только лучше.